Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Сегодня в программе. В парламенте республики состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике. Потенциально опасный для здоровья контрафакт выявлен в результате исследования пищевых проб в санэпидемстанции. В Доме Москвы в Сухуми прошел командный шахматный турнир с участием 16 команд, министерств и ведомств. В администрации президента Абхазии при участии президента Аслана Бжания состоялась встреча с членами Общественной палаты, в рамках которой были затронуты актуальные вопросы общественно-политической жизни страны. Основной предмет повестки дня встречи был посвящен обсуждению проекта закона о некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента. Совещание прошло в конструктивном ключе. Участники обменялись мнениями относительно законопроекта. На вопросы членов Общественной палаты относительно целей и задач данного законопроекта, соответствия его фундаментальным нормам Конституции Республики Абхазия и ряд других суждений отвечали секретарь Совета безопасности Сергей Шамба, министр юстиции Андрей Барцыц, министр иностранных дел Инал Арзанба, председатель СГБ Тимур Ахиба. Во встрече участвовали вице-президент Бадра Гунба, руководитель администрации президента Бессалом Кварча, представитель руководства СГБ и члены правительства. В парламенте республики состоялось расширенное заседание Комитета по государственно-правовой политике под председательством Даута Хутаба. На рассмотрение комитета были вынесены два законопроекта. О каких законах идет речь и в чем их суть, расскажет Рада Чичава. Вопрос внесения изменений в закон Республики Абхазия об актах гражданского состояния, касающийся упорядочения и упрощения для этнических абхазов, проживающих в Турецкой Республике, получения абхазского гражданства, вынес на повестку дня депутат, председатель комитета Даут Хутаба. Поправки предполагают, что этнические абхазы, прямые потомки беженцев, покинувших историческую родину, достигшие 18-летнего возраста, имеют право восстановить абхазскую фамилию. Путем принятия этого закона мы хотим восполнить этот пробел, дав возможность нашим братьям, соотечественникам за пределами Абхазии восстанавливать свою национальную фамилию абхазскую. И помимо этого, принятие этого закона повлечет внесение изменений и в другие законодательные акты, в частности в Гражданский кодекс Республики Абхазия, который будет дополнен пунктом восстановления абхазской фамилии. Подготовили данный законопроект в тесном взаимодействии с Комитетом репатриации, с Министерством юстиции, для того, чтобы эту ситуацию исправить. То есть для них как был упрощенный подход, теперь с принятием данного законопроекта он так и останется. То есть мы возвращаем, мы ничего нового по сути не вносим по сравнению с тем, что было. Просто теперь уже мы закрепляем уже возможность для них. После принятия того закона эта возможность затерялась, и мы возвращаем эту возможность для них именно упрощенного подхода. Депутаты единогласно проголосовали за вынесение данного проекта на повестку следующей сессии парламента. Следующим вопросом стал проект закона Абхазии о внесении изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы республики, конкретнее в статью о клевете. Рассмотрение законопроекта в парламенте инициировала Генеральная прокуратура Абхазии. В ранее действовавшей редакции мы могли привлечь лицо к уголовной ответственности только в случае, если мы доказываем, что лицо заведомо распространяет сведения, порочащие честь и достоинство и подрывающие репутацию человека. Статистика свидетельствует о том, что есть определенные сложности в применении данной нормы. В том законопроекте, который мы направили, мы предлагаем следующее. Изменить диспозицию данной нормы и привлечь лицо к уголовной ответственности за распространение ложных сведений, которые направлены
на ущемление чести и достоинства другого человека. Как пояснила Тамила Бигвава, в предлагаемых изменениях наказание за клевету наступает в случае распространения лицом недостоверных сведений, оскорбляющих честь и достоинство другого гражданина, без учета фактора заведомости. Нашему новому законопроекту уголовная ответственность за клевету наступает при распространении лицом недостоверных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Также предусмотрена уголовная ответственность за клевету в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. То есть, когда не в отношении конкретного персонифицировано, а в общем, скажем, там, депутаты парламента. Представители аппарата уполномоченного по правам человека в Абхазии прокомментировали предлагаемые изменения в закон о клевете. В заявлении сказано, что главным признаком, характеризующим клевету, является именно преднамеренность и заведомость ложных данных, а защита чести и достоинства возможна и в рамках гражданского судопроизводства. Изменение определения клеветы с распространения заведомо ложных сведений на распространение достоверных сведений не оставляет места добросовестному заблуждению лица, распространяющего такие сведения, и ведет к смешению между гражданским деликтом и уголовным преступлением. Подобное указывает на то, что для клеветы необходимо наличие вины в прямой форме прямого умысла. Только при наличии вины в форме прямого умысла можно говорить о наличии клеветы. В настоящее время, если у распространителя не было умысла на умаление чужой чести и достоинства, и он руководствовался целями информирования общества, даже если информация оказалась недостоверной, он не подлежит уголовной ответственности. Такое положение соответствует сути конституционной норме о свободе слова, мысли и убеждений. Как отметила уполномоченный по правам человека в Абхазии Анна Скишмария, предлагаемые поправки нуждаются в доработке, дабы закон не ущемлял права граждан. Права одного человека заканчиваются там, где начинаются права другого человека. То есть мы ничего против поправок к закону не имеем, только не в том формате, который мы получили. Если вы дадите нам возможность поучаствовать в рабочей группе этого вопроса, мы с удовольствием внесем в лепту. Таким образом, на наш взгляд, предлагаемая замена несоразмерна целям уголовно-правовой охраны личности общества, исключает возможность добросовестного заблуждения лица при распространении информации, а также может привести к массовым уголовным делам за распространение почти любой информации. Пределы усмотрения противоправности деяния будут необоснованно расширены, тогда как баланс между правом на защиту чести, достоинства и деловой репутации и право на свободу слова и выражения мнения будет нарушен. Представитель президента республики в парламенте, министр юстиции Анри Барциц, предлагаемые поправки поддержал, отметив, что в практике доказывания вины в части заведомости действительно возникают сложности. Попытка защитить честь и деловую репутацию отдельно взятого гражданина в связи с пониманием правоприменительной практики, то есть отсутствие возможности этой защиты, да, по линии клеветы, это, на наш взгляд, абсолютно верное направление деятельности. Ну вот, всячески поддерживаем в данном контексте. Также о предлагаемых поправках высказался вице-спикер парламента Астамур Аржба. Он отметил, что необходимо совместно проработать предложения и найти оптимальный для всех подход к изменению закона. Пицунскую госдачу депутаты получили, значит, да, с России деньги, бешеные какие-то сумасшедшие цифры, и постоянно варьируют, и постоянно разные. А сейчас говорят, что Евросоюз вместе с США, с Америкой, значит, заплатили депутатам, значит, деньги для того, чтобы этот закон не приняли. Да. У меня совесть чиста. У меня совесть чиста перед собой, значит, так же, как и у всех наших коллег. Я в этом не сомневаюсь, значит, ни на секундочку. Но постоянно, значит, заставлять наших, значит, друзей, наших родственников, наших старших, значит, да, нервничать постоянно. Они уже боятся даже нам звонить, что-то либо спрашивать. Но сами горят и нервничают. Слышат всякую небылицу за нас. Ну, всякую небылицу. Так невозможно. Мы на что-то когда-то смотрели. В доме, в семье, нормальных традиционных семьях родились, воспитывали, значит, и жили, и живем. Но это абсолютно недопустимые вещи, которые говорят. Мы вообще потеряли, значит, да, контроль, совесть, значит, ну, все так невозможно, ребята. Давайте вместе думать над этим, значит, документом, да, и законом, значит, и каждого с учетом вашего мнения, и, значит, ваших, значит, каких-то там замечаний, давайте создадим что-то одно. Но эта вседозволенность, она уже, правда, зашкаливает. Предлагаемые изменения вызвали активную дискуссию, по итогам которой комитет принял решение не рекомендовать к принятию данные изменения закона. Рада Чачава, Заур Кварче, Абхазское телевидение.
Премьер-министр Александр Анкваб обсудил с подрядчиками и руководителями ответственных ведомств вопросы ремонтных работ в Бедийском православном храме. На встрече также был согласован эскизный проект строительства здания Национальной картинной галереи. Участники совещания подробно обсудили варианты несущей конструкции покрытия храма с учетом необходимости установки нового технологически сложного и большого каменного купола. Премьер-министр поручил завершить согласование подходов к решению проблемы и представить окончательные предложения. Что касается работ в Национальной картинной галерее, Александр Анкваб предложил учесть замечания руководства галереи и Госуправления охраны историко-культурного наследия по корректировке эскиза, на основе которого будет разработан окончательный проект. Важно, чтобы были найдены архитектурные решения, соответствующие поставленным целям, подчеркнул Александр Анкваб. В посольстве Абхазии в Сирии состоялась встреча чрезвычайного полномочного посла Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике Мухаммада Али с председателем Совета директоров Черкесской благотворительной ассоциации в Сирийской Арабской Республике Гасаном Шоура. Стороны обсудили механизм сотрудничества по проведению совместных мероприятий в различных сферах, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Потенциально опасный для здоровья контрафакт выявлен в результате исследования пищевых проб в санэпидемстанции. Топленое масло под названием «Белорусское луговое» от фирмы «Чемпион» не соответствует заявленным нормам. В связи с этим в Кабинете министров республики принято решение о запрете ввоза и реализации данного продукта. Асида Малия расскажет подробнее. Белорусские продукты, как мясные, так и кисломолочные, отличаются высоким качеством. Они производятся по ГОСТу из натуральных продуктов и потому заслужили доверие широкого круга потребителей. Возможно, этим и продиктовано название контрафактного топленого масла «Белорусское луговое», произведенное согласно маркировке в Белгороде. Выявить несоответствие качества удалось благодаря внимательным потребителям. Главный санитарный врач Алла Беляева рассказала, что в санэпидслужбу обратилась с заявлением женщина, которая усомнилась в качестве продукта, в том числе из-за резкого химического запаха. К нам обратилась гражданка, предоставила это масло для исследования. По данным нашей химической лаборатории, кислотность превышает допустимую концентрацию, массовая доля влаги выше допустимой концентрации, масса сухого вещества ниже положенной концентрации. Запах какого-то химического вещества и вкус далекий от, собственно, масла. В связи с этим через Министерство здравоохранения результаты наших исследований переданы были в Кабинет министров. К сожалению, провести более детальное исследование проб не представляется возможным. Недостаточно реагентов, однако того, что уже обнаружено, достаточно, чтобы назвать продукт потенциально опасным. Более того, в санэпидслужбы выяснили, что основной вид деятельности производителя – это стройсмеси и станки. Заявленный на этикетке производитель – это ООО «Чемпион», Белгородская область, город Белгород, улица Победы, 165. Это предприятие, согласно единому государственному реестру юридических лиц Российской Федерации, закрыто в 2020 году. А масло по данным этикетке выпущено в 2023 году. Мало того, основным видом деятельности, заявленным ООО «Чемпион», являлось производство станков. Дополнительным видом деятельности – производством строительных смесей. Нигде у них в виде деятельности не было заявлено производство пищевой продукции. В планах Роспотребнадзора это предприятие никогда не стояло на проверку как предприятие пищевой продукции. Соответственно, этот продукт выпущен неизвестно где, неизвестно кем, неизвестно из чего. На основании заключения санэпидстанции во избежании негативных последствий для здоровья потребителей в Кабинете министров приняли решение о запрете на ввоз и реализацию топленого масла «Белорусское луговое», произведенное обществом с ограниченной ответственностью «Чемпион». Явное грубое нарушение законодательства Республики Абхазия о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, исходя из чего в целях недопущения угрозы нанесения вреда здоровью населения Республики Абхазия
Абхазия правительством было принято решение ввести запрет на ввоз этой продукции в Республику Абхазия, а также запрет на реализацию на территории Абхазии. Данное постановление влечет обязательства для компетентных государственных органов Республики Абхазия принять ряд мер по недопущению появления в стране этой продукции и дальнейшей ее реализации. Согласно постановлению, лицам, осуществляющим торговлю контрафактной продукцией, Госкомитет по стандартам потребительскому и техническому надзору выдаст предписание о прекращении реализации и отзыве от потребителей этого топленого масла. А таможенный комитет будет осуществлять контроль для предотвращения ввоза на территорию республики. Стоит отметить, что масло белорусское луговое, произведенное фирмой «Чемпион», самое дешевое и пользуется спросом среди большинства фастфудов. По рекомендации главного санитарного врача, при покупке качественного масла стоит обратить внимание на отсутствие отдушин или резкого химического запаха. Асида Малия, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 17 марта в Абхазии будут проводиться выборы президента Российской Федерации. В голосовании могут принять участие граждане России, проживающие или временно находящиеся на территории Республики Абхазия. Об этом сообщает пресс-служба посольства России в Абхазии. Для получения избирательного бюллетеня необходимо предъявить паспорт гражданина России. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. По подозрению в распространении наркотического средства задержан житель Республики Дагестан. Детали в оперативной съемке МВД. Сотрудниками ОКОН МВД по подозрению в распространении наркотического средства в городе Сухом задержан житель Республики Дагестан Адалов Кибед Рауфович, 1987 года рождения. При личном досмотре у мужчины изъяты хранимые при себе свертки в количестве 12 штук, обмотанные синей изоляционной лентой, а также банковские карты, паспорт гражданина Российской Федерации, служебное удостоверение Федерального комитета по борьбе с коррупцией в высших эшелонах власти на его имя и сотовый телефон. Граждане понятые, обратите внимание, здесь некие фотографии с указанием стрелочек, также координатов, долготы и широты. Что это за фотографии, Адулов? Закладывали закладки, да? При вскрытии обнаруженных свертков внутри просматривалось светлое порошкообразное вещество. Как пояснил задержанный, данное наркотическое средство он приобрел в Российской Федерации в Москве. Каким образом вы пересекли государственную границу? Где эти свертки у вас лежали? Сумки просто лежали. Сумки? Ваши дорожные сумки лежали и вы перешли. Какое денежное вознаграждение вы получали за осуществление одной тайной закладки? Или, может, вам общую сумму какую-то должны были? Общую сумму. Ну, общую там 1000 где-то 100, наверное, уходило. Общее. 1100 с одного места, а общая вам? Ну, общем, да, 100. 100 тысяч. Скажите мне, пожалуйста, на территории Республики Абхазия, в каком городе вы именно произвели тайные закладки? Сухуми. Сухуми? По имеющимся в ОКОН МВД оперативным данным, Кибед Адалов причастен к крайне известному наркоканалу «Доктор», под псевдонимом которого осуществлял реализацию наркотического средства на территории Абхазии. Также установлены иные лица, причастные к данной преступной деятельности. 2 граждан Республики Абхазия, в том числе организатор наркоканала, который скрывается от правоохранительных органов на территории Российской Федерации. На швеллере лежала вот такой вот изолированный сверток. Эти свертки вы также привезли с Москвы или как и те, что в личном досмотре, или нет? Нет, также привезли. Также привезли. Полиэтиленовый пакет с веществом светлого цвета. Изолента, сам сверток, крышка обнаруженная будет изъята и упакована в белый бумажный конверт. В общей сложности при обследовании мест, ранее совершенных гражданином Адаловым, тайных закладок в подъездах многоквартирных домов по улице Аяйра и Лакоба в городе Сухум, сотрудниками ОКОН МВД изъято 4 свертка с аналогичным веществом внутри. Все обнаруженное исследовано в экспертно-криминалистическом центре МВД Абхазии, где установлено, что изъятое в ходе личного досмотра задержанного из мест так называемых тайных закладок вещество является наркотическим средством метадон общей массой порядка 43,5 граммов, что является особо крупным размером. Расследование в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении гражданина Адалова по признакам преступления, предусмотренного пунктом В части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Республики, проводит следственный отдел столичного УВД. Кибед Адалов санкционирован к содержанию под стражей.
87 административных правонарушений выявлено в ходе рейдовых профилактических мероприятий в Сухуми 19 февраля. Подробнее в материале пресс-службы МВД. Рейдовое профилактическое мероприятие под личным контролем министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут прошло 19 февраля. Сотрудники УГАИ и оперативных подразделений Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике, особый упор делая на столицу, город Сухум. Курирующий направление ГАИ заместитель министра полковник милиции Беслан Чкадо поручил личному составу делать упор на водителей, пребывающих за рулем в нетрезвом состоянии. Управлению автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения руководством Министерства внутренних дел поручено уделять повышенное внимание. В ходе рейда 19 февраля выявлено 20 автомобильных средств, нарушивших нормы тонирования ветровых стекол. Всем автовладельцам выписан штраф, нарушения устранены на месте. Ситуация на дорогах остается непростой. Причиной тому ряд факторов, среди которых пренебрежение водителями правилами дорожного движения, нарушение скоростного режима, управление транспортом в нетрезвом состоянии, рост числа автотранспортных средств и водителей на дорогах. Только в 2023 году, по данным РО, права получили 1872 человека. Профилактическое мероприятие сотрудники МВД проводили до поздней ночи. Итогом деятельности правоохранителей стали 87 протоколов за нарушение правил дорожного движения. 9 водителей лишены прав на полгода за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Рейдовые мероприятия, согласно приказу министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут, будут продолжены до минимизации нарушений ПДД. Основной целью мероприятия является спасение жизни граждан и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения. В Московском культурно-деловом центре «Дом Москвы» в Сухуме прошел командный шахматный турнир, приуроченный ко Дню защитника Отечества, в котором приняли участие 16 команд. Первый раз подобный командный турнир проводится Домом Москвы, проводился в прошлом году. Мероприятие организовано при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественника. Какие команды приняли участие в турнире и кто стал победителем, расскажет Адица Сагария. Перед началом турнира к гостям и шахматистам с приветственным словом обратились директор Дома Москвы Александр Бигвава и руководитель КСОРС Абхазии Олег Юрченко. Мы учли ошибки и недостатки прошлого года и очень надеюсь, что играть в этом году вам будет комфортнее и интереснее. Я бы хотел поблагодарить всех участников, представителей различных организаций, ваших руководителей. Мы очень рады, для нас это важно, что вы откликнулись на наше предложение, на наше приглашение принять участие в этом турнире. Поздравляю вас с наступающим Днем Защитника Отечества. Поздравляю с тем, что вы принимаете участие вот в этом, как сказал Борис Терентьевич, и спорте, и науке, и искусстве. И действительно поздравляю вас с тем, что вы все вносите вклад в развитие интеллекта, в развитие разума. Шахматы прочно входят в общественную жизнь Абхазии. 16 команд министерств и ведомств в составе 48 человек приняли участие во втором командном шахматном турнире, приуроченном ко Дню защитника Отечества. Второй командный турнир по шахматам обслуживали два высококвалифицированных судьи – Артем Табарян и Альберт Карапетян. Перед началом турнира главный судья Альберт Карапетян ознакомил участников с правилами игры. Правило «тронул, ходи» – это правило железное. Вы рукой коснулись фигуры, вы должны этой фигурой пойти. Вы рукой коснулись чужой фигуры, вы должны эту фигуру съесть. Выгодно вам или невыгодно. Моменты, где вы допускаете нарушения, это если вы сделали ход невозможный, который нарушает правила шахмат, за это идет наказание, значит, устное предупреждение. Второе такое же будет поражение. По программе игры был предусмотрен перерыв, во время которого шахматисты имели возможность отдохнуть и перекусить. Шахматы – игра, но также искусство и наука. Они учат мышлению и правильному расчету, творчеству и культуре честной борьбы. Обязывают глубоко уважать партнера по игре. Положительное влияние шахмат на развитие детской логики, гибкости творческого мышления в разы выросли у детей различных шахматных секций, отметил советник директора Дома Москвы Борис Накопья.
за последние годы видно, что такой всплеск шахматного развития в Абхазии, он дает свои плоды. Даже учителя отмечают, что успеваемость у детей значительно повышается, потому что шахматы, они способствуют развитию аналитических способностей, воли, дисциплины, логическому мышлению. Поэтому мы поддерживаем тоже Дом Москвы, это начинание, и стараемся проводить такие же мероприятия у нас здесь. По словам организаторов, в начале соревнования проводили, опираясь больше на силовые структуры, так как этот турнир приурочен ко Дню защитника Отечества. Уже сейчас к данному мероприятию привлечены и другие министерства. Сейчас решили подключить и другие министерства культуры, Министерство здравоохранения, Министерство просвещения, потому что пусть и взрослые люди оценивают и знают, что их детям будет гораздо комфортнее и лучше, когда они, отрываясь от улицы, займутся очень полезным занятием — шахматы. По словам участников, они с большим удовольствием приняли приглашение на участие в турнире и впредь готовы соревноваться в подобных мероприятиях. И несмотря на то, что противник явно до этого особого такого опыта не имел, держался он достойно, хорошо, начинающим. В этом турнире, насколько я знаю, в отличие от предыдущего года, было побольше более опытных участников, которые тоже не раз принимали участие в турнирах, проводимых по шахматам. В принципе, некоторых я знаю в лицо, потому что с ними играл. Довольно сильные противники. Думаю, турнир будет тоже довольно-таки интересным. По итогам соревнований первое место заняла команда АГУ, второе – ФСБ России, третье – СФТИ. Всех участников турнира наградили памятными призами, грамотами, кубками, а победителей ждали денежные вознаграждения. По словам организаторов, турнир планируется проводить ежегодно, и география участников будет расширяться. Адица Сагария, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Республике Абхазия и Общественный совет при аппарате объявляют об открытой вакансии сотрудников психологической службы «Детский телефон доверия». Подробности можно узнать по телефону 226 55 53 в рабочие дни с 9:30 утра до 5 часов вечера. И в завершении выпуска о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 21 февраля на территории Абхазии ожидается небольшая облачность без осадков. Местами небольшой туман. Температура воздуха ночью 3,8, днем 7-12 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.